Нюрбе. Мы в центр не поехали, мы едем по объездной. Вот 790 километров от Якутска. И мы едем. Здесь вот стройка опять, блин, отсыпали песком. Друзья, читаю ваши отзывы, огромное спасибо. Просто связь здесь вообще практически отсутствует. Изредка появляется в крупных населенных пунктах. Вот, и спасибо огромное. Блин, просто очень-очень огромное спасибо. Всем молодцы, ребята, что пишете. Молодцы, ребята и девчата, опять-таки я повторяюсь. Что пишете нам, что всем вам нравятся наши видео. Эх, сейчас нас закроют здесь, елки-палки. Камазюка, Камазюка, давай выезжай. Пока вам пропущу его. Короче говоря, пишут некоторые: очень хочется проехать по этой дороге. Блин, такая ностальгия. Некоторые даже ездили и помнят, как это все было. Но, друзья, я вам, конечно, не советчик, но все-таки не советую. Либо очень-очень хорошо подумать, прежде чем в такое путешествие рискнуть поехать. Ну, что я могу сказать? Дороги здесь будут еще не скоро. Тем более, если они такими темпами, они, конечно, их ремонтируют, эту автодорогу. Трасса Вилюй. Это что-то, конечно. Это, блин, просто приключение, понимаете? Ну, реально, вот где-то так, приключение настоящее. Друзья, по поводу этого автомобиля. Я вам сразу скажу, этот автомобиль не для этих дорог. А еще больше скажу, эти дороги не для этого автомобиля. Здесь надо что-то, ну, или очень старое, но надежное такое. Вот я заметил, блин, ну, процентов 70 встречающихся машин здесь это Toyota Ipsum. И причем они все, ну, старого года, где-то 96-99 год. Это вообще самый популярный автомобиль здесь. Они очень часто встречаются на пароме, как минимум из 10, это, блин, 3 Ипсума. Старенькие, чуть ли, ну, не карбюраторные, конечно, но вот такие, с трамблерами еще машины. У них очень крепкая подвеска, запчасти очень дешевые, всегда есть в наличии во всех автомагазинах в Якутии. Да, друзья, конечно, автомобиль очень хороший, комфортный, но его, честно скажу вам, вот просто жалко, блин, убивать по таким дорогам. Может быть, у него ходовка и крепкая, но я заметил уже некоторые нюансы, уже появились некоторые стучки, некоторые, блин, хрюкинья какие-то в подвеске, где-то что-то побрякивает, где-то что-то постукивает. Да, вот посмотрите, да, как это выглядит, конечно, шикарно, футуристично, блин, здорово. Ничего нигде не гремит, торпеда такая сбитная, хорошая вообще. Вот, даже на качкарях, на крупных, на стиральной доске на этой. Нормально автомобиль себя ведет очень хорошо. Но не постоянно нужно ездить по таким дорогам на этой машине. Эта машина сделана для очень хороших дорог. Для очень хороших японских дорог. Еще я вам скажу вот такой нюанс. Я вот уже третий день езжу на нем, вообще шикарно. А нет, подождите, второй, 2 дня, ну 2 полных дня. Я уже как бы приноровился к нему. Я уже понял, как, чего, как идти на обгон. Ребята, это не гоночный автомобиль, сразу говорю. Полторашки вот этой 11Z для нее маловато. Маловато будет. То есть, если нужно резко кого-то стартануть, где-то обогнать, нет, это не ваш автомобиль. Он не любит езды такой агрессивной. Он, скажем так, и останавливается он, ну, на асфальте очень хорошо, нормально останавливается, по грунтовке он, ну, блин, корова на льду. Очень сильно выручает, конечно, полный привод.
Вообще здорово. Я вот в Песках кое-где тут, ну, нужно было там объехать строительную технику и так далее. Прям не задумываясь, нырнул и выехал в песок. То же самое, съезжали с баржи, там передо мной выехала, ну, может, видели, да, вот там где-то мы переправлялись через Вилюй, по-моему. Да-да, самая широкая была переправа. Кстати, она стоила 500 рублей. Это самая дорогая из всех переправ через Вилюй. Везде по 350, 300 рублей, 350 брали с машины. Вот там 500. Ну, там самое широкое место и время пути где-то 30 минут. Так вот, там съезд был очень крутой вверх. И практически все переднеприводные, всех пришлось толкать. Там ребята, паромщики, они всех выталкивали, дабы не сдерживать, как говорится, побыстрее ускорить разгрузку парома. Я спокойно съехал, выехал в горку, даже не напрягаясь абсолютно. То есть вот преимущество полноприводных вот таких маленьких автомобилей, даже пускай это будет там ВИЦ или ПЛАЦ, но он должен быть полноприводным в нашем регионе. Никак иначе. Ну, это просто, блин, это не машина будет. Потому что зима у нас, гололеды и так далее. Это не как, допустим, в том же Новосибирске или в Иркутске где-то там. Хотя Иркутск близок. Но все равно там теплый сезон длиннее. И не такие дороги хреновые, как у нас. Вообще у нас с дорогами, конечно, беда, да. О, Анатолича догнал, елки-палки, красавчик, ждет меня. Но ждет, потому что у нас заправочка. Мы же заезжаем на Туймада нефть. Заправка у нас бензин 95-й 5610, 92-й 5520, 80-й 4030, ДТшка 60. Все, мы заезжаем, сейчас будем заправляться. Просто мы проскочили заправку у Саханнефтесбыт, там все на рубль дороже. Ну и как у нас в нашем регионе, в Мирном тоже будет та же самая история. Здесь все заправляются, и большие, и маленькие машинки. И вон пацаны в канистру набирают. Так, 95-й, 92-й. Я, наверное, 95-м все-таки еще бахну чуть-чуть. Так, ну мы в Нюрбе. Мы в центр не поехали, мы едем по объездной. Так, получается это 740, 790 километров, господи. Все трясется, блин, я не вижу даже спидометра. Дороги такие убитые, вообще кошмар. Но здесь пытаются что-то делать. Видимо, здесь через несколько лет будет нормально асфальтированные дороги. Вот, 790 километров от Якутска. И мы едем. Здесь вот стройка опять, блин, отсыпали песком. Друзья, читаю ваши отзывы. Огромное спасибо. Просто связь здесь вообще практически отсутствует. Изредка появляется в крупных населенных пунктах. Вот, и спасибо огромное. Блин, просто очень-очень огромное спасибо. Всем молодцы, ребята, что пишете. Молодцы, ребята и девчата. Опять-таки я повторяюсь. Что пишете нам. Что всем вам нравятся наши видео. Эх, сейчас нас закроют здесь. Ёлки-палки. Камазюка. Камазюка. Давай, уезжай. Пока вам пропущу его. Короче говоря, пишут некоторые, очень хочется проехать по этой дороге. Блин, такая ностальгия. Некоторые даже ездили и помнят, как это все было. Но, друзья, я вам, конечно, не советчик, но все-таки не советую. Либо очень-очень хорошо подумать, прежде чем в такое путешествие рискнуть поехать. Что я могу сказать? Дороги здесь будут еще не скоро. Тем более, если они такими темпами, они, конечно, их ремонтируют, эту автодорогу. Трасса
Савелюй. Это что-то, конечно. Это, блин, просто приключение, понимаете? Ну, реально, вот где-то так, приключение настоящее. Друзья, по поводу этого автомобиля. Я вам сразу скажу, этот автомобиль не для этих дорог. А еще больше скажу, эти дороги не для этого автомобиля. Здесь надо что-то, ну или очень старое, но надежное такое. Вот я заметил, процентов 70 встречающихся машин здесь это Toyota Ipsum. И причем они все старого года, где-то 96-й, 99-й год. Это вообще самый популярный автомобиль здесь. Они очень часто встречаются на пароме, как минимум из 10, это, 3 Ипсума. Старенькие, чуть ли не карбюраторные, конечно, но вот такие, с трамблерами еще машины. У них очень крепкая подвеска, запчасти очень дешевые, всегда есть в наличии во всех автомагазинах в Якутии. Да, друзья, конечно, автомобиль очень хороший, комфортный, но его, честно скажу вам, вот просто жалко, убивать по таким дорогам. Может быть, у него ходовка и крепкая, но я заметил уже некоторые нюансы, уже появились некоторые стучки, некоторые, хрюкинья какие-то в подвеске, где-то что-то побрякивает, где-то что-то постукивает. Да, вот посмотрите, да, как это выглядит, конечно, шикарно, футуристично, здорово. Ничего нигде не гремит, торпеда такая сбитная, хорошая, вообще вот, даже на качкарях, на крупных, на стиральной доске на этой. Нормально автомобиль себя ведет очень хорошо, но не постоянно нужно ездить по таким дорогам на этой машине. Эта машина сделана для очень хороших дорог, для очень хороших японских дорог. Еще я вам скажу вот такой нюанс. Я вот уже 3-й день езжу на нем, вообще шикарно. А нет, подождите, 2 дня, 2 полных дня. Я уже как бы приноровился к нему. Я уже понял, как, чего, как идти на обгон. Ребята, это не гоночный автомобиль, сразу говорю. Полторашки вот этой 1NZ для нее маловато. Маловато будет. То есть, если нужно резко кого-то стартануть, где-то обогнать, нет, это не ваш автомобиль. Он не любит езды такой агрессивной. Он, скажем так, и останавливается он, на асфальте очень хорошо, нормально останавливается. По грунтовке он, корова на льду. Очень сильно выручает, конечно, полный привод. Вообще здорово. Я вот в песках кое-где тут, нужно было там объехать строительную технику и так далее. Прям не задумываясь, нырнул и выехал в песок. То же самое, съезжали с баржи, там передо мной выехала, может видели, да, вот там где-то мы переправлялись через Вилюй, по-моему. Да-да, самая широкая была переправа. Кстати, она стоила 500 рублей. Это самая дорогая из всех переправ через Вилюй. Везде по 350, 300 рублей, 350 брали с машины. Вот там 500. Там самое широкое место и время пути где-то 30 минут. Так вот, там съезд был очень крутой вверх. И практически все переднеприводные, всех пришлось толкать. Там ребята, паромщики, они всех выталкивали, дабы не сдерживать, как говорится, побыстрее ускорить разгрузку парома. Я спокойно съехал, выехал в горку, даже не напрягаясь абсолютно. То есть вот преимущество полноприводных вот таких маленьких автомобилей, даже пускай это будет там ВИЦ или ПЛАЦ, но он должен быть полноприводным в нашем регионе. Никак иначе. Это просто, это не машина будет. Потому что зима у нас, гололеды и так далее. Это не как, допустим, в том же Новосибирске или в Иркутске где-то там. Хотя Иркутск близок. Но все равно там теплый сезон длиннее.
И не такие дороги хреновые, как у нас. Вообще у нас с дорогами, конечно, беда, да. О, Анатолич догнал, елки-палки, красавчик, ждет меня. Но ждет, потому что у нас заправочка. Мы же заезжаем на Туймада нефть. Заправка у нас бензин 92-й 95-й 56-10, 92-й 55-20, 80-й 40-30, ДТшка 60. Все, мы заезжаем, сейчас будем заправляться. Просто мы проскочили заправку Саханефтесбыт, там все на рубль дороже. Ну и как у нас в нашем регионе, в Мирном тоже будет та же самая история. Здесь все заправляются, и большие, и маленькие машинки. И вон пацаны в канистру набирают. Так, 95-й, 92-й. Я, наверное, 95-м все-таки еще бахну чуть-чуть. Заправка в Нюрбе. Ну ничего. Конечно, на дороге, блядь. О, извините, мой французский опять проскакивает иногда. Автомобильчик себя неплохо показывает. Очень неплохо. Терпит, блин, все наши невзгоды. Фартуком этим, видите, все, блин, уже все там позагибал, позаминал, вот эти, блин, качкари, блин, эти пески. О, да, блин. Ну ничего, мы прорвемся. Где там Анатолий? Что он там долго так заправляется? Сейчас глянем. Разлив топлива. Недопустим. Гена. Ай-яй-яй, на что похожа ваша машина? Анатолич, да ты красава. На что похож ваш автомобиль, Геннадий Анатольевич? Ничего, скоро будет хорошая дорога, и пыль с нее слетит. Эх, Нюрба. Мы не будем в тебя заезжать, мы едем мимо. Друзья, мы отъехали от Нюрбы вот 8 километров. Получается, это сейчас 808 километр. Здесь паромная переправа через Вельвы. Ну да, через Марху уже построили мост, а это Виюй. Он здесь не очень широкий, но достаточно так приличный такой. Были мы на переправу. Наш знакомый Владимир Карпец, он же нас сюда и вез. Фу, жара на улице, блин, 28. Почти 30-ка. Блин, конечно, первые повреждения появились. Грыжа на колесе, вот. Охренеть. Откуда взялась, чё, как? Блин, ребята, а водов тут, ай-яй-яй, они все... Они не сколько ко мне, сколько на машину набрасываются. Фу. Будем ждать, мы одни вот, вдвоем, видимо. Недавно люди переправлялись, поэтому ожидаем. Что еще делать? Друзья, мы идем на пароме с Анатоличем вдвоем. Паром наш идет по широкой реке Вилюй. На полных парах. Погода просто шепчет. 28 градусов. Сейчас бы искупнуться. Что-то мой напарник сегодня не в настроении. Слишком долгое путешествие его притомило маленько. Быстрее, говорит, хочу домой. Ну ладно, ничего, пусть потерпит маленько. Немножко осталось, совсем чуть-чуть до прибытия. Очень широкая река Вилюй. В этом месте прямо капитально широка.
прибываем. Жатайский 1. Там уже ожидают 4 хайса такси. Молодцы. И даже там вон кафешка, я гляжу, шашлыки и всякое такое. А мы потихоньку приближаемся к Сунтарскому улусу. Это у нас сейчас 840 километр от Якутска. Природа становится немножко жирнее, чуть-чуть повеселее. Смотрите, вот деревья прям видно, такая сочная зелень, не такая пыльная, как там под Якутском. Здесь прям все вперемешку, так много листвяка стало, там уже не так много сосен, очень много лиственниц, они больше создают зелени, много берез. Такой смешанный лес, прям глаз радует, приятно смотреть на него. Как обычно, смотрите, только у нас так может быть, тут стройка дороги идет, глобальная стройка, стадо коров. Прям только половину показал. А скоро будет какая-то дорога, видите, прямо капитально за нее взялись. Даже, что видите, откосы, ставят на них специальную сетку, заполняют ее потом каким-то составом, уплотняют, накрывают, чтобы дорога не рассыпалась. И вот такой мост через какой-то ручеек. Фига себе, серьезно ребята подходят. Прямо таки, надо сказать, строят по самым современным технологиям. Сэндвич, такая отсыпка высокая, блин, или как это называется, вот это, видите, вот катки еще укатывают уже перед тем, как укладывать асфальт. Вообще, блин, все серьезно. Наверное, все-таки будет когда-нибудь у нас дорога. Не знаю, конечно, когда, но может быть в ближайшую пятилетку нам что-то обещают. Техника вся импортная, бумаг. Экскаватор. Что, он просто стоит или он куда-то двигается? Нам надо его объехать. Офигеть. Фу, друзья, на улице жара. 31 градус. Спасает только одно. Этот волшебный прибор кондиционер. Он просто красавчик. Он мне создает здесь вполне комфортную температуру. 26 я поставил, чтобы не сильно охлаждаться, потому что я уже разделся, честно говорю. Мы недавно поменяли Анатоличу колесо, запасочку поставили ему. Он остановился и говорит: что-то мне машину водит. Оба выходим, заднее колесо полупустое. Обалдеть. Вот это первый. Фу, дай бог, что он единственный будет этот случай сегодняшний, в нашей вот этой практике. Камнишка, можно я тебя чуть-чуть так подвину? Оба. Все, подальше отходим. Мы очень уважительно относимся к другим водителям. И все, обогнали, и немножко можно притопить, чтобы он за нами пыль не глотал. Ну все, едем дальше, ждем, когда у нас будет все-таки Сунтары. Спускаемся с очередного парома. Это уже Сунтары. Поехали потихонечку. О, там видите, большая стела Сунтар. Очередь машин здесь уже стоит, ожидают парома. Почему-то паром один только работает в обе стороны. Так, по-моему,
нас еще один остался в Крестяхе. Время без 15:04. И до Крестяха еще, наверное, километров... Так, сколько? Ну, тут немного. Тут где-то порядка, может, 30-40 километров всего. Сейчас поднимемся, подождем Анатолича. Сунтар, я вас приветствую. А также приветствую всех сунтарских жителей и жительниц. Да, уже, честно говоря, дорога, блин, подзадолбала. Хочется уже где-нибудь причалить и немножко отдохнуть. А еще нам предстоит помойка, помывка, уборка, приведение в надлежащий вид. Уже язык заплетается, короче, блин, друзья, вообще, короче, устали, блин. Вроде немного, 1200 километров, ну, что-то около того. И мы, блин, уже, если честно, язык не ворочается. Вот все, едет Анатолич. Вот он наш друг. На удивление, здесь у нас дорога асфальтированная. Вот это же тоже сейчас вот по Сунтарам немножко вот асфальтированной дороги. И все, как только мы сворачиваем на Мирный, и опять грунтовка. Вот видите, опять нарушают правила, дорогу переходят где попало. Вот эти вот бычки, коровушки, молокозаводы ходячие. Друзья, я специально остановился здесь, чтобы отметиться, напомнить вам, что мы проехали сегодня ровно 1000 километров. Это 1000 километр от Якутска. Мы наконец преодолели эту отметку. Все ради нее, вот ради нее. Мы сделали это. Мы едем в Мирный. Скоро мы там окажемся на своем родном месте, в своем городе, на своем рабочем месте. Друзья, если у кого-то возникнут вопросы, обязательно пишите что-то там в комментариях, обязательно на нашем канале оставляйте свои заметки. Может, кому-то что-то будет интересно услышать, увидеть. 1000 это такая памятная дата. Ровно 2 года назад я здесь проезжал. Смотрите, видите асфальт, да? Его не было. Это была просто грунтовка обычная. Поэтому, а если кто-то из вас захочет повторить наши подвиги, ну, как говорится, добро пожаловать в наш клуб. Друзья, блин, запустил его в этот салон. Так, сейчас главное пристегнуться, и можно ехать дальше. Не знаю, насколько протянется этот асфальт, вот где-то примерно он уже 3 или 4 километра тянется. Росавтодор работает. Вот буквально только что я проехал вахтовый поселок. Это их вахтовый поселок. Там куча щебня, песка, куча транспорта, бытовки, вагончики жилые и так далее. Ну, то есть все работает. Не знаю, докуда они дотянут тут дорогу. Может быть, даже до Мирного. Но, наверное, не в этом году. Потому что, судя по этим знакам, скоро что-то асфальт закончится. Так, Крестях. Приезжаем в Крестях. Но мы в сам поселок не поедем. В село. Сразу едем на переправу. Сразу же, потому что как она там работает, непонятно. Сегодня суббота. И будем надеяться, что вообще все будет в шоколаде. И мы сразу попадем на паром. Так, что у нас в Крестях-то? Крестях большое село. В нем очень большое поголовье всякого разного скота. Славится Крестях именно молочными продуктами. У них тут своя молокозаводская
завод свой. Много частных людей, участников производят также молочную продукцию. Полный развал, видите, остатки еще советских строений. И тут же вот смотрите, какое-то новое здание строится. Не знаю, что тут, паспорт объекта не видно. Так, куда нам надо? Ой, девчонки идут, гуляют по селу. Тут скоростной режим нельзя нарушать, поэтому мы едем аккуратно. Тут могут и лошади выйти на дорогу, и коровы, и все что угодно. Вот видите, знак уже паромная переправа. Мы сейчас сворачиваем. Блин, тут всюду это лошаденки гуляют, жеребенки. Даже клейменные, у них такие клеймы интересные на заднице. Анатолич, ты что тут блудишь, блин? Река Вилюй, Болуу-Оруэ. Вот так называется по-якутски. Все, Корестях на этом заканчивается. Здесь, друзья, вон разбирают или ремонтируют паром, я не знаю. Видимо, наверное, ремонтом занимаются. Но, судя по всему, мы приехали немножко рано. И придется немного покурить. Потому что, как и в прошлый раз, помните? Вон этот вот, помню, вот этот поджерик, он так и стоит на этом пароме. Он никуда не двигается, он его катает. Елки-палки. Так, ну что, приехали. Становимся в очередь и курим. Крузак заезжает задом на паром. Но это директорский, наверное, личный паром, поэтому на него больше никого не пустят. А он сейчас раз и поплывет на ту сторону. Скорее всего, это хозяин. Хозяин всего этого хозяйства. А мы сейчас встанем здесь и немножко можно выйти и подышать свежим воздухом. Друзья, как же я устал, блин. Маленько надо размяться. Да, так. Скорее всего, сейчас уйдет на ту сторону паром с крузаком. Примерно с этой точки у нас и начиналось наше путешествие, только с той стороны. Помните, да? Мы рано-рано приехали и курили здесь до 9 утра, только на том берегу, ожидая, когда наконец-то работают паромы. Ну, сейчас машинки наберутся в нужном количестве. Антонович, вон на тот паром нас зазывают. Сейчас пойдем на тот берег. Как всегда, нам везучка. И паромщик сразу решил ехать, даже не дожидаясь вообще никаких. Все, он прогревает моторы, дергает туда-сюда. И сейчас все, мы пойдем на тот берег. Наша сиенточка, блин, устала уже в этой дороге, блин. Вот, друзья, привет, привет. Видите, я разделся, потому что на улице жара неимоверная. Ничего. А нет, опять причаливаем, потому что забыли 2 пассажиров. Не 2 пассажиров забыли, а аж 4. Еще грузовик хочет заехать, вот которого мы обгоняли сегодня 7 раз.
строительство нового моста через реку Малая Батобия. Сейчас так протрем чуть-чуть хотя бы, чтобы лучше было. Вот, мост пойдет вот там, а мы будем спускаться по старой дороге. Но ее тоже для нас немножко отсыпали, чтобы она хоть маленько походила на дорогу. Сейчас мы вниз спустимся. Видите, какая высокая насыпь. Вот это пойдет дорога прямая, она пойдет прямо на мост и туда, в сторону Мирного. Строит ее РНГ. Смотрите, какой страшный лес. Страшный, страшный, как в сказке. Не ходите в этот лес, там баба-яга. Непролазная чаща такая, ужас вообще. Дорогу, конечно, раскурочили, мама не горюй, бля. Вообще, это даже подъезд к понтону просто вообще никакой. Ну, понятно, грузовые, легковые, все подряд машины через него шуруют. Ой-ой-ой. Опа, опа, смотрите, вот будет новый мост. Скоро его запуск. Надеюсь, нам дадут ленточку перерезать. Малая Батобия. Переезд по понтону. И выезжаем мы в поселок Новый. Ну, такая интересная картина напоследок. Это вот поселок Новый. И смотрите, это наши мирнинское стадо лошадей. Я думаю, если хозяин смотрит это видео, он знает, о ком я говорю. И вот он, это самый торжественный момент. Наконец-то мы прибыли на город. Здравствуй, город Мирный, здравствуй, алмазная столица. Здравствуйте, жители города Мирного. Здравствуйте, мои дорогие подписчики, подписчицы. Очень рад вас видеть, слышать. Наконец-то заканчивается наше 4-дневное путешествие. Несколько тяжеловато, конечно, пришлось нам. Ну, в принципе, терпимо. Ну, что делать? Вот так. Хотелось бы, конечно, чтобы дороги наши все-таки когда-нибудь привели в порядок, чтобы они были хотя бы вот такими, как мы сейчас едем. В нашем родном... Опа, какая ямка здесь хорошая. В нашем родном городе. На этом, друзья, наверное, будем закругляться. Бензик 92,56 рублей. Я везде освещал цены по топливу. В общем, в среднем, конечно, оказалось, что топливо до Якутии примерно плюс-минус одинаково. Друзья, огромное всем спасибо. Смотрели наши видео. Надеюсь, все серии вы досмотрели до конца. Может быть, они не были такими нудными. Может, кому-то показалось некоторые моменты лишними. Может быть, извините еще раз, если там проскакивали французские слова. Но я думаю, они заслуженно проскакивали, потому что дороги, извините меня, опять-таки, повторяюсь уже много раз этими дорогами, да пропади они пропадом. Этот Росавтодор вместе с его дорогами. Короче, друзья, желаю вам всем досмотреть мое видео. Всем вам здоровья, счастья. Молодцы, что смотрите. Не забываем ставить огромный такой колокольчик. И всегда будут вам приходить уведомления о выходе новых серий. Поэтому делитесь с друзьями, знакомыми, родственниками во всех социальных сетях обязательно. Разошлите, пусть смотрят, пусть знают о нашей Якутии, о природе Якутии, о ее достопримечательностях, о городах, селах и весях нашей республики.
может быть, что-то из моего рассказа покажется интересным. В общем, друзья, очень было весело с вами. Спасибо, что смотрите. Пока. Пока.